На сегодняшний день кыргызстанцы получают государственные электронные услуги через мобильное приложение «Түндүк». За последние полгода число пользователей увеличилось с 50 тысяч до 400 тысяч человек. В их числе и Сейль Максат-кызы. Сейчас она удаленно заполняет документы для смены своей фамилии. Я искала услуги о том, чтобы сменить фамилию, потому что для меня это на данный момент действительно нужная вещь, потому что я хотела. И я рада, что именно такие услуги внедряют и продолжают внедрять и улучшать. В приложении «Түндүк» можно получить более 60 онлайн-госуслуг. В общем представлено 149 услуг и серверов из 37 государственных органов. С начала запуска системы межведомственного электронного взаимодействия было проведено более 1 миллиарда запросов. Таким образом, сэкономлены миллиарды листов бумаги и, конечно же, время. Получив логины и пароли свои от облачной электронной подписи, гражданин может зайти в налоговую бесшовно и кабинет налогоплательщика, чтобы сдать налоговую отчетность, и в государственный портал электронных услуг, чтобы получить государственные услуги. В прошлом году система запустила услугу доставки свидетельства о рождении на дом в пилотном режиме, что позволило гражданам получать услугу без посещения ЦОН. В этом году в «Түндүк» планирует внедрить услугу свидетельства о заключении или расторжении брака. По словам директора инфокома, новшества помогут минимизировать коррупцию. Мы участвуем также в автоматизации электронного правительства. Это система электронного документооборота, где мы весь процесс делопроизводства государственных служащих полностью автоматизировали. И сегодня около 8 тысяч организаций, где 1125 государственных органов полностью работает в системе электронного документооборота. Это включая АИЛУК, мэрии, представительства, все госорганы и даже коммерческие организации, они у нас работают в системе электронного документооборота. Это 125 тысяч пользователей, которые ежедневно используют наш продукт. Напомним, год назад открывшим облачную электронную подпись стали доступны 4 вида цифровых документов: свидетельство о рождении, паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о транспортном средстве. Кабинет министров приравнял эти цифровые документы к бумажным и признал их юридически значимыми на всей территории страны. Электронных услуг на портале. Альбина Ибекова, Джахшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.